Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. А мы продолжаем эфир радио Крым Реалии. У микрофона с вами Александр Голубов. Напомню, слушать нас вы можете на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926. Повторюсь, 8 810 06 926. А номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Тема дня. Итак, украинский президент Петр Порошенко предлагает изменения, точнее, он рассказал о работе над изменениями в Конституцию относительно Крыма. И, собственно, какие изменения в Конституцию по полуострову предлагает Порошенко, есть ли шанс, что они будут приняты Верховной Радой, и поможет ли новый конституционный статус Крыма освобождению полуострова. Все это мы будем обсуждать в ближайшие 25 минут. Крым в центре внимания. На встрече с лидерами фракции в Верховной Раде 3 сентября президент Украины Петр Порошенко рассказал о работе над изменениями в Конституцию относительно Крыма. По словам Порошенко, после принятия изменений относительно внешнего курса государства будут разработаны изменения относительно аннексированного Россией Крыма. Глава государства не уточнил, какие конкретные шаги он имеет в виду, но добавил, что в ближайшее время будет создана конституционная комиссия в связи с предстоящими изменениями по АРК. Президент также добавил, что представители крымских татар активно участвуют в разработке изменений и призвал народных депутатов также принять участие в этом процессе. Напомню, что ранее рабочая группа Конституционной комиссии Украины, которая разрабатывает поправки и дополнения в основной закон в части Автономной Республики Крым, презентовала текст предлагаемых изменений и приступила к обсуждению документа. Разрабатывать этот документ группа начала в прошлом году. Речь идет именно о поправках в Конституцию относительно статуса Крыма после деоккупации. И изменения предполагают право коренного народа полуострова крымско-татарского на самоопределение на своей родине в составе украинского государства. Рабочая группа Конституционной комиссии завершила подготовку изменений и дополнений в 10-й раздел Конституции Украины об Автономной Республике Крым еще в ноябре 2017 года. Мы поговорим буквально в ближайшее время с нашими спикерами Юрием Чижмарем, членом Конституционной комиссии Украины, Арсеном Жумадиловым, советником главы Меджлиса крымско-татарского народа, и украинским политологом Валерием Дымовым. Я же напомню, что это радио Крым Реалии. Если вам есть что сказать по теме эфира, звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 31 18. Пишите нам в Твиттере, предлагайте темы программ, также в Фейсбуке не забывайте. Заходите на сайт Крым Реалии, там есть наши материалы и можно смотреть прямые видеотрансляции эфиров. Ищите сайт Крым Реалии в интернете, наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте, наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Итак, мы продолжаем наш разговор о предстоящих изменениях в Конституцию Украины относительно Автономной Республики Крым. К нашему разговору присоединяется Арсен Жумадилов, советник главы Меджлиса крымско-татарского народа. Арсен, здравствуйте. Доброе утро. Прежде чем мы перейдем к разговору, я бы хотел, чтобы мы послушали мнение Петра Порошенко про крымско-татарскую национальную автономию, о которой он заявил несколько месяцев тому назад. Его спросили, собственно, какими будут изменения в Конституцию, и таков был его тогда ответ. Давайте послушаем. Я не бачу пропозицій робочої групи. Вони мають бути затверджені Конституційною комісією. Я негайно після нашої з вами зустрічі звернувся до Конституційної комісії для того, щоб вона провела публічне обговорення пропозицій робочої групи. І як тільки буде знайдений остаточний варіант, як я і обіцяв, питання щодо національно-культурної автономії,
внесення змін до Конституції мною буде ініційовано перед Верховною Радою. Я дуже сподіваюся, що Верховна Рада підтримує ці пропозиції. Вот так вот ответил тогда на вопрос журналистов украинский президент Петр Порошенко. И в связи с этим у меня такой вопрос к нашему спикеру Арсену Жумадилову, советнику главы Меджлиса крымско-татарского народа. Вот смотрите, Арсен, получается, что рабочая группа закончила готовить изменения и дополнения в 10-й раздел Конституции еще в ноябре 2017 года, однако даже несколько месяцев тому назад Порошенко еще не знал о том, как выглядят эти предложения. Вот что известно об этих предложениях на данный момент, и как они выглядят, и могли бы рассказать нашим слушателям? Ну, я надеюсь, что, по крайней мере, по состоянию на сегодня, если подобный вопрос будет задан президенту государства Петру Порошенко, то он уже не скажет, что он не видел эти изменения, потому что он их видел. И даже более того, по той реакции, которая была у него на предложенный текст, и которая была им высказана Мустафе Джемилеву и Рифату Чубарову, мы понимаем, что он эти изменения поддерживает, и текст, который рабочая группа предложила, его устраивает. Это что касается текста. Теперь, что касается дальнейших действий в этой связи, да, действительно, в ноябре еще был подготовлен этот текст, потом длительное время рабочая группа не могла собраться по странным, как по мне, причинам, но не будем в них углубляться. В любом случае, в апреле она возобновила свою работу. В апреле-мае рабочая группа доработала текст. Она, соответственно, в мае еще к годовщине депортации крымско-татарского народа 18 мая текст был уже готов. Это первый пункт. Второй пункт, который был реализован, это законопроекты, которые развивают положение норм предложенных изменений. Их два. Это законопроект о статусе крымско-татарского народа и это проект закона о коренных народах в Украине. По состоянию на сегодня мы имеем 3 документа, все они готовы к рассмотрению Верховной Радой. Это проект изменений в Конституцию в части раздела 10, и это 2 проекта закона о статусе крымско-татарского народа и о коренных народах в Украине. Теперь, что касается, это формальная часть. Что касается, каким образом будет оно происходить, на самом деле это большой вопрос, потому что Конституционную комиссию мы надеялись увидеть созванной еще в мае, затем мы надеялись ее увидеть созванной в июне, а затем в конце августа. Сегодня мы находимся в сентябре, и мы не знаем, когда будет она созываться. Арсен, вот я о перспективах принятия, во-первых, вначале Конституционной комиссии, а потом и парламентом я хотел бы поговорить чуть позже. А вот все-таки о чем идет речь в этих предложениях? Какие изменения, самые важные, будут относиться в упомянутых вами не только изменениях Конституции, но и законопроектах? Главная философия того, что предложено, основывается на понимании того, что статус крымской автономии черпает свою особенность в праве крымско-татарского народа на самоопределение. От этого отталкиваемся, то есть отталкиваемся от права крымско-татарского народа на самоопределение как коренного народа в Украине и в Крыму. Мы говорим о том, что самоопределяется крымско-татарский народ таким образом, что мы хотели бы, чтобы наш язык, крымско-татарский язык в крымской автономии использовался на уровне с государственным языком Украины. Мы понимаем, что языки, когда их не поддерживать, если они находятся в положении, скажем так, уязвимом по отношению к другим более сильным медиа, культурам и пространствам. Сейчас я имею в виду, что все мы находимся под влиянием русскоязычной среды и русскоязычной культуры. Так вот, если не защищать украинский язык, если не защищать крымско-татарский язык в Крыму, соответственно, эти языки, они находятся под угрозой вырождения и исчезновения. В частности, мы говорим о крымско-татарском языке. То есть первый пункт – это крымско-татарский язык. Второй пункт, мы говорим, если мы признаем, что депортация крымско-татарского народа в 1944 году и та политика, которая затем проводилась советами по отношению к крымским татарам, это был геноцид против крымско-татарского народа.
это было преступление, то мы говорим о том, что давайте включать компенсаторные механизмы для того, чтобы возобновить статус-кво, то есть то состояние вещей, которое было в Крыму до того, как. Так вот, до того, как в Крыму крымских татар было около 35%, и мы говорим, давайте мы заложим гарантированное представительство в парламенте Крыма на уровне 34%, то есть 1/3, по сути, мест в крымском парламенте. С одной стороны, это не нарушает принцип того, что коалицию формирует демократически избранное большинство, и большинство в Крыму, мы понимаем, это русские, это украинцы, евреи и другие национальности. Они формируют это большинство, но при этом наше меньшинство, оно будет уже не маргинальным, как это было всегда до этого, например, 5 депутатов из 100 или 7, а их будет 34 как минимум, соответственно, это будет реальное действенное меньшинство. Следующий пункт. Мы говорим о том, что Курултай и Меджлис крымско-татарского народа должны получить законодательно закрепленный, конституционно закрепленный статус для того, чтобы коллективные права крымско-татарского народа могли быть кем-то защищены тем, кто имеет мандат на представление всего народа. Соответственно, мы говорим о том, что разрабатывается определенный функционал для Курултая и Меджлиса, с которым или в рамках которого они будут взаимодействовать с органами государственной власти и местного самоуправления в Крыму. Угу. Если вот так. Арсен, то есть я понял, есть условные 3 кита этих предложений в Конституцию и законопроектов. Это защита языка, гарантированное представительство в местном парламенте и конституционный статус Курултая. Давайте пройдемся по каждому из пунктов. Вот смотрите, когда мы говорим о, скажем так, о правах крымско-татарского языка на уровне государственного, это будет закреплено на территории, условно говоря, всего Крыма, или же на определенных территориях, там, я не знаю, как это будет называться в этих документах, то есть на территориях, где проживает, там, иногда их называют местом компактного проживания, вот, условно говоря, в тех районах, где крымские татары составляют большинство. Смотрите, это очень правильный, хороший вопрос, который у нас был поднят буквально на одном из первых заседаний рабочей группы. Самоопределяются ли крымские татары на территории всего Крыма, либо же мы начинаем придумывать эти советские лекала, или точнее не придумать, а возрождать советские лекала, по которым краилась карта Крыма, когда были условно татарские районы, немецкие районы, еврейский район и так далее, и так далее. Дело в том, что крымско-татарский народ и крымские татары в целом, да, они исторически сформировались на территории всего полуострова. И весь Крымский полуостров для нас это наша родина. Соответственно, все те нормы, о которых я говорю, они будут распространяться на территорию всего Крыма вне зависимости от того, какое процентное соотношение крымских татар в том или ином населенном пункте или в той или иной административной территориальной единице. Угу. Что ж, это важное замечание. Второй мой вопрос, он будет касаться гарантированного представительства в парламенте. Скажите, а каким образом это будет в избирательной системе, условно говоря? То есть, условно говоря, если я украинец или русский, я тоже голосую за крымских татар? Или как это будет происходить? Вот как будет гарантироваться 34% чисто механически? То есть крымские татары голосуют за крымских татар, или у меня есть несколько списков там. Вот я понимаю, что это достаточно наивный вопрос, но... Это абсолютно нормальный вопрос. Кстати, что удивительно, все те вопросы, которые вы задаете, их же задавали достаточно серьезные правоведы, и это все порождало очень хорошие, качественные дискуссии. Так вот, что касается, каким образом это будет все происходить. Формально я отвечу так, что формально мы сказали и в предложенных изменениях в Конституцию, и в профильном законопроекте мы говорим о том, что порядок избрания данных депутатов будет определяться законом о местных выборах. Это формально. Теперь в реальности каким образом это может быть?
Во-первых, это будет зависеть от того, каким образом, в принципе, местные выборы будут у нас проводиться. То есть мы не стали вычленять вот избирательную систему и порядок избрания депутатов в Крыму от общего порядка по государству. То есть мы говорим о том, что оно будет встроено в закон о местных выборах. И если, например, на каком-то этапе местные выборы придут к тому, да, к примеру, что все будет у нас, например, по мажоритарке, все депутаты у нас избираются по мажоритарке, то, соответственно, в Крыму просто будет создано 66 округов общих мажоритарных и 34 округа крымско-татарских условно. Это, например, если мы будем говорить о том, что местные выборы в Украине проводятся по мажоритарной системе. Если местные выборы в Украине будут проводиться по пропорциональной системе, тогда мы будем говорить о том, что в Крыму создастся один многомандатный округ общий и один многомандатный округ крымско-татарский на 34 мандата. К чему я это говорю? К тому, что те положения, те нормы, которые мы закладываем, они достаточно гибкие, будут адекватны тому, каким образом будет развиваться украинское государство в этой сфере в будущем. Это что касается общего. Теперь, что касается того, каким образом это будет происходить в действительности, какие у кого списки. На самом деле, каждый житель Крыма будет определяться с тем, в каком из округов он хотел бы проголосовать. Если он самоидентифицирует себя, данный житель, как крымский татарин, и, соответственно, данные о нем внесены в реестр крымско-татарского народа, а будет формироваться такой реестр, как неотъемлемая часть государственного реестра избирателей Украины. Так вот, если он самоидентифицируется так, и данные о нем внесены в реестр крымско-татарского народа, тогда он голосует один раз в крымско-татарском округе. Если он в данный реестр не внесен, то он, соответственно, голосует один раз в общем округе. Все. Таким образом, мы обеспечиваем равное голосование. То есть никто не будет голосовать дважды. Не получится так, например, что, к примеру, русский проголосовал лишь один раз в своем округе, а крымский татарин и в своем, и в крымско-татарском. Арсен, а вот если речь пойдет о мажоритарке, я понимаю, что тоже, опять-таки, это все очень абстрактно и о будущем, понятно, что это еще предмет, скорее всего, горячих дискуссий при принятии закона о местных выборах, но все же, вот теоретически, как это может выглядеть, если я, предположим, украинский житель крымско-татарского избирательного округа, не округа, а вот, условно говоря, там, где по мажоритарке должен выдвигаться крымско-татарский кандидат, один из нескольких. Вот как в таком случае? Там будет параллельно идти трек крымско-татарских и, скажем так, кандидатов на общих основаниях, или же это каким-то образом можно по-другому решить? Вот сейчас вы правильно сказали, вот если визуализировать в таком случае, тогда, да, на карту Крыма будет наложено две сетки. Согласно одной, он будет разделен на 66 округов, и это общие округа, где голосуют все те, кто не самоидентифицируется как крымские татары. И вторая сетка, которая накладывается снова-таки на всю территорию Крыма, это 34 мажоритарных крымско-татарских округа. Соответственно, не получится так, что кто-то находится где-то, географически так, что он не может проголосовать в том округе, в котором бы хотел. То есть параллельно один и тот же населенный пункт, например, да, он будет входить в один из мажоритарных округов на общих основаниях и в один из крымско-татарских мажоритарных округов. Это если мы говорим о мажоритарной системе. Что ж, Арсен, я прошу оставаться на связи. Я буквально через пару минут спрошу вас про Курултай, тот вопрос, который тоже очень хочу задать, но коллеги говорят, что у нас есть два звонка одновременно от наших слушателей. Я предлагаю выслушать их вопросы или мнения, и мы вернемся к нашему разговору. Итак, первый звонок. Здравствуйте, вы на связи, представьтесь, скажите, откуда вы, и мы рады вас услышать. Алло, вы меня слышите? Да, мы слышим, и Алло. Будем благодарны, если вы представитесь и скажете, откуда вы. Здравствуйте, я Алексей, я из Крыма. Хотел спросить, а вот вашему гостю такой вопрос. Вы понимаете, что вас могут бросить после того, когда власть поменяется в Украине? Понимаете, что если вы мечтаете полететь на Марс, вы понимаете, это второй вопрос. Вы понимаете, что это пока
понимаете, Крым вернется, когда оно вернется, тогда уже что-то изменится вообще другое. Вы просто сейчас Конституцию меняете, а другая власть придет просто и отменит все, что... Вы понимаете, что крымские татары, их тут не так мало. Я прошу прощения, ну вот, собственно, чтобы их не было так мало, наверное, эти изменения и принимаются. Благодарю за ваши вопросы. У нас есть еще один звонок. Приветствую вас, представьтесь, пожалуйста, скажите, откуда вы? Здравствуйте, меня Владимир зовут. Вот, ну, честно говоря, вот эти попытки Конституция, Крым выглядят смешно, примерно как принять Конституцию, чтобы солнце на западе сходило. Вы сначала отвоюйте Крым, верните его военным путем. Ну, вот. А так ваш дьявол просто смешно выглядит, весь мир смеется над ним. Владимир, благодарю вас за ваше мнение. Честно, смеха всего мира не слышно в этой студии. Будем стараться, вдруг все-таки это подтвердится. Не хочу говорить о военном возвращении Крыма. Все же надеюсь, что Крым вернется мирно. Но на связи с нами Арсен Джумадилов, советник главы Меджлиса крымско-татарского народа. Арсен, я на ваш выбор оставлю ответ. У нас время эфира все-таки подходит к концу. Можно поговорить про вопросы слушателя или все-таки пару уточнений по Курултаю? Я буквально вкратце отреагирую на вопросы. Ну, во-первых, что касается, что если другая власть придет и все отменит, ну, это не постановление Кабмина, которое вот можно просто взять и отменить. Это нужно будет для этого снова-таки собирать народных депутатов, для того, чтобы они проголосовали за отмену такого либо законопроекта, или точнее на тот момент уже закона, либо же такой редакции Конституции. И, как правило, когда мы говорим об обеспечении и закреплении прав и свобод, то процесс вспять, как правило, идет очень-очень сложно. То есть мне трудно представляется, что любая другая власть, даже если она будет там очень, я не знаю, пророссийская и какая угодно, что она отыграет эту ситуацию обратно. Соответственно, для нас важно, чтобы все-таки это произошло. Арсен, и вот вкратце просто, и для меня все-таки важно получить фактаж о этих изменениях, потому что, к сожалению, очень мало информации в публичном доступе. Вот вы говорили о том, что Курултай получит конституционный статус, там будет закреплен определенный функционал. Вы могли бы буквально в 2 словах сказать, о каком функционале идет речь, какие полномочия он будет иметь? Полномочия Курултая Меджлиса будут заключаться в том, что по вопросам, которые затрагивают права и законные интересы крымско-татарского народа, органы государственной власти в Крыму и органы местного самоуправления в Крыму и органы власти крымской автономии должны будут с ними консультироваться, с Курултаем, с Меджлисом, и по данным вопросам получать их добровольное и поинформованную згоду. Как-то на русском слове. Это можно назвать условным правом вето законодательно закрепленным? Или же все-таки формальной власти такой не будет у Курултая? Ну, смотрите, право вето, оно немного другое, то есть здесь будет какая ситуация. Если, ну, например, какой-то вопрос затрагивает права и законные интересы крымско-татарского народа, и органы власти решат, что, например, им не нужно согласие на это Курултая либо Меджлиса, и просто примут данное решение, то, соответственно, данное решение крымско-татарский народ в лице своих представительских органов сможет оспорить в суде. Но право вето, оно бы просто не позволило чему-то реализоваться. Я понял. Что ж, Арсен, я благодарю за ваши ответы. Напомню, на связи с нами был Арсен Джумадилов, советник главы Меджлиса крымско-татарского народа. К нашей беседе присоединяется украинский политолог Валерий Дымов. Валерий, здравствуйте. Добрый день. У нас осталось буквально 2 минуты разговора. Я хочу вкратце просто напомнить, что Арсен Джумадилов рассказал нам о тех изменениях, которые подготовила рабочая группа. В частности, это закрепление статуса крымско-татарского языка как государственного на территории всего Крыма. Вот эти формальные права Курултая, о которых вы говорили, не право вето, но необходимость консультироваться. И, собственно, на законодательном уровне закрепляется представительство на уровне 33-34% в местных органах власти. Вот по вашему мнению, такие изменения в Конституцию имеют шанс на то, чтобы быть одобренными конституционной комиссией прежде всего, а потом и парламентом?
Думаю, имеет шанс, потому что они уже получены в результате консультаций. Думаю, что крымско-татарский народ практически уже в результате этих консультаций уже влияет на эти решения, и мнение крымско-татарского народа должно быть учтено и закреплено однозначно в тех изменениях, которые, надеюсь, будут приняты в Конституции вместе с теми изменениями, о которых мы говорили там вчера в украинском парламенте, с нашим стратегическим курсом. Если мы идем стратегическим курсом в ЕС и в НАТО, то мы должны, очевидно, руководствоваться этими нормами и правилами и закреплять их в Конституции. Думаю, что и для первого голосования, и для остаточного закріплення в Конституції голоси мають знайтися. А те, що це буде певною мірою може стати заручницею передвиборчих перегонів, це також для мене однозначно, але нам своє робити, політики інших в нас немає, ідеальних політиків треба обирати по ідеальних законах, ідеальні закони мають обирати ідеальні політики. Щоб розірвати це коло, ми маємо тиснути на політику, аби вони ухвалювати закони, які потребують громадян, в тому числі, якщо це стосується кримськотатарського народу, громадян України, зрозуміло, що вони мають бути ухвалені з урахуванням думки крымско-татарского народу и их керівних органів. Валерий, я правильно понял, что шансы на принятие этих изменений в Конституцию, они скорее могут отсрочиться до послевыборного периода? Да, вы правильно поняли. Думаю, что на самом деле, учитывая, что должно быть 2 сессии, учитывая решение Конституционного суда, що наступна сесія може бути не обов'язково черговою, думаю, що це може стати заручницею такого роду процесів, але все ж таки депутати мають розуміти, куди ми прямуємо, і вони мають відстоювати наші інтереси. Благодарю вас за ваш комментарий. Напомню, с нами был украинский политолог Валерий Дымов. В студии был Александр Голубов, радио Крым Реалии. Мы говорили об изменениях в Конституцию Украины по автономной республике Крым. Услышимся.